смотрите официальные дневники вторых международных интеллектуальных игр. С каждым днем программа становится все интереснее и насыщеннее. Смотрим! Участники Международной исследовательской школы по направлению сравнения плейстоценовой мегафауны на территории Мексики и России выехали в хранилище мамонтовых костей при Академии наук Республики Саха-Якутия для сравнения Мексики и России в период плейстоцена, для того, чтобы выявить различия этого времени и изучать изменения климата. Этот проект очень интересен, потому что, несмотря на то, что между этими двумя странами много километров, они очень похожи. У них были очень похожие животные, и мы хотели сделать что-то общее между двумя странами. Вообще поздний плейстоцен на самом деле по изученности сейчас находится где-то на уровне средней стадии, и важно понимать региональные различия между местами обитания животных позднего плейстоцена, чтобы понять, в каких именно условиях они обитали, и в последующем понять изменения климата, чтобы представить себе картину прошлого. Сейчас мы работаем с костями лошади, бизона и мамонта. Мы используем морфометрический метод сейчас. Мы берем длину, высоту, ширину. И на этих данных мы будем сравнивать с данными из Мексики. Я никогда до этого не видела настоящих костей, зубов. Я выбрала это направление, потому что я с ним никак не знакома, и мне нравится, когда я знакомлюсь с чем-то совершенно новым для себя. Палеонтология сейчас очень активно развивается, несмотря на то, что вроде бы работает с очень далеким прошлым и может казаться некоторым неактуальным. Для меня, в принципе, это направление было как бы и интересным, и не до конца мне понятно, поэтому мне хотелось в нем разобраться. У юных палеонтологов запланирован еще один выезд, где они будут сравнивать образцы костей с другими образцами, а также изучать кости в карьере. Эксперты приступили к проверке итоговых работ. У них есть всего несколько дней на проверку очных и заочных ответов. Проверка заканчивается 6 июля. После этого участники могут ознакомиться с итогами и подать на апелляцию. Апелляция – это обжалование решения экспертов касаемо баллов олимпиадника. Она подается участникам в случае несогласия с поставленной оценкой. При проверке работ сложность состоит в том, что каждый ребенок понимает задание по-разному, и решение оформляет соответствующий. И их решения не могут совпадать с официальными решениями. И, конечно, при проверке работ это нужно учитывать и все справедливо оценивать. В среднем каждый эксперт проверяет от 30 до 40 работ. Объем работ очень высокий. Предлагаю узнать, что будут делать ребята, если они не согласны со своей итоговой оценкой. Я, конечно же, пойду на апелляцию, и там мне расскажут, как оценивали мою работу, за что поставили баллы, за что не поставили, и я уточню все нужные мне моменты. Если я с ним не согласен, то я пойду на апелляцию. Что вы будете делать, если не согласны со своей итоговой оценкой? Подам на апелляцию. Экспертам осталось еще 3 дня напряженной работы, ну а ребятам пока осталось только с нетерпением ждать. Здравствуйте, меня зовут Дервилазов Тимур. Я являюсь учеником IT-лицея из Республики Татарстан и приехал сюда поучаствовать в Олимпиаде по химии. Ну, к науке я скорее пришел не сам, меня привел человек. Познакомился я с ним тоже в детском лагере, и он настолько вдохновил меня по химии, своими знаниями, своим уровнем, что я тоже захотел знать об этом мире столько всего интересного. Своим самым большим достижением я считаю призерство во Всероссийской Олимпиаде по химии. Оно далось мне очень сложно, пришлось учиться невероятно много и вложить в это кучу сил и времени. Свое научное открытие я бы хотел связать с квантовым миром, чтобы понимать, как работают молекулы не из экспериментов, а из чистых чисел и каких-то значений, чтобы предсказывать поведение молекул и малейших частиц из ничего.
Через 5 лет я вижу себя научным сотрудником, который активно участвует в науке и жизни какого-нибудь университета. Это я хочу сделать, чтобы быстрее заниматься наукой, начать раньше и преуспеть в большем. Чтобы этого достичь, на данный момент я принимаю участие в некоторых лабораторных работах, учусь и работаю в своем университете. Ну, по моему личному мнению, каждый человек должен, а точнее он вынужден понять, чем он хочет заниматься в своей жизни. Иначе он не сможет в своей жизни достичь тех высот, которые достигают люди, которые осознали себя. Участники Якутской исследовательской школы за эти 6 дней набрались много опыта и в конце защитили свои проекты. Всего участников было 60, и они приехали из разных улусов. Наше направление называется «Путеводная нить». Вот. Ну, в основном мы детей учим именно вот по ориентированию на местности и по составлению плана местности. Учились, скажем так, быстро находить масштаб, быстро находить азимут. В направлении «Путеводная нить» участники учатся ориентированию на местности и не только. Дети познакомились с составлением планов местности. Ребята также изучали математику, потому что она очень важна в составлении карт и расчетов. Участники направления «Дикорастущие растения» разработали меню, в которое вошли жаркое по-вегетариански и котлеты из листьев, и 4 разновидности варенья. Дети узнали много нового о растениях и о том, что же можно из них приготовить. В данном проекте мы занимаемся изучением пищевых растений в окрестностях лагеря. Мы представим меню, где оно состоит из салатов, горячего и напитков. Участники международной школьной конференции и конкурса уже приехали на заселение в кампус. На конференции примет участие 100 школьников, из которых 77 очно, а 23 дистанционно. А те, кто рано приехал, могут уже позавтракать. Один из обязательных этапов регистрации – медосмотр. Откуда вы? Сунск КФУ, с города Ставрополь. Город Ростов-на-Дону. Я из Екатеринбурга. Я из города Якутска. Из Ростова-на-Дону. Из города Ставрополя. Я из Екатеринбурга. В каком направлении вы будете участвовать? Я буду участвовать в информационно-математическом направлении. Социально-гуманитарная. Физика и астрономия. Я буду участвовать в направлении под названием «Науки о Земле». Физика, да, физика. Мы будем участвовать командой в социально-гуманитарном направлении. Физика. Что вы ждете от международной школьной конференции и конкурса? От международной конференции я жду найти очень классных новых друзей, действительно разбирающихся в том, что они делают, а также посмотреть на уровень работ, на то, как их оценивают жюри. Ну, я надеюсь, что я получу новый опыт. И вообще, это моя первая такая большая конференция, поэтому я надеюсь, что все пройдет хорошо и мой проект оценят. Получить опыт публичных выступлений на английском языке, ну и прокачать свои навыки. От этой конференции я жду, во-первых, новых знакомств, конечно же, оценки нашего проекта. После всех этих оценок мы хотим построить такой план по дальнейшему улучшению нашего проекта. Я хочу найти много новых друзей, познакомиться с новой культурой. Хочу получить новый опыт, много нового хорошего опыта, выступления и узнать много нового. Нового опыта, много позитивных эмоций и новых знакомств. Новых впечатлений, новых друзей. В каких еще конференциях, конкурсах вы участвовали, есть ли опыт? Да, поскольку информатик, я участвовал во многих хакатонах, особенно хочу войти среди сунцев России. Ну, пока что ни в каких, это моя первая. Всероссийский турнир юных физиков. Неоднократное участие в различных республиканских конкурсах, например, «Шаг в будущее» и так далее. Также всероссийские были. Но вот
такой уровень у меня впервые. Участвовал в Ставропольском «Пятый элемент», в олимпиадах различных по физике, математике. Опыта еще нет, и я очень рада, что могу получить такой опыт именно здесь. Именно этого конкурса нет опыта. Участвовал в турнире юных физиков. Участники спокойно заселились в свои комнаты. Обустроившись, они начнут готовиться к завтрашнему первому дню конференции и конкурса. Традиционным мероприятием на играх является вечер культуры, где участники знакомятся с традициями и культурой друг друга. Что вы исполнили? Мы исполнили песню «А ты шагаешь по Москве», и после этого станцевали все вместе интерактивный танец и пошли хороводом также. Мы исполнили традиционный бурятский танец под названием йохар. Я исполнила цыганский танец. Меня попросили позавчера, и я согласилась на это. Мы представляли делегацию города Москвы, и мы исполнили песню о Москве. Ой, многие выступления меня удивили. Это было чудесно. Выступление от турецкой делегации и от якутской. Понравилось выступление ребят из Якутии. Они очень классно танцевали. Мне очень понравилось первое выступление, конечно. Это был потрясающий танец и сербский танец со свадьбы. Это было очень задорно, весело, и все приняли в этом активное участие, чему я очень рада. Произвело очень большое впечатление выступление делегации Якутии. Очень интересный танец, песня, игра на народных инструментах и замечательный хоровод, в который вовлекли всех участников. Эта идея родилась на самом начале создания школ, и она в основе своей берет идею соединения всех культур, познакомиться, помять друг друга и стать ближе друг к другу, потому что Земля все-таки, она вроде большая, но мы очень близко становимся на школе друг к другу. Вот и подошел к концу наш сегодняшний выпуск. Следите за нашими обновлениями и оставайтесь в курсе всех событий. Всем пока!